Доброго ранку усім, хто прокидається разом із телеканалом АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся із нами і обираєте нас. Це програма «Саба». Мене звати Аліна Блохіна. 1 грудня 2017 року, п'ятниця. Я хочу представити одразу вам гостя моєї студії. Це Анатолій Амелін, директор економічних програм Українського інституту майбутнього. Пане Анатолію, доброго ранку. Дякую, що сьогодні до нас прийшли в студію. Власне, будемо говорити з вами про українську економіку і, зокрема, про український експорт. Тому що експорт товарів і послуг в Україні у січні-вересні 2017 року зріс на 18,5% або на більше як 6 мільярдів доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року і досяг 38,1 мільярдів доларів. Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі. І от одразу, пане Анатолію, до вас запитання. З чим пов'язане зростання експорту в Україні, на вашу думку? Смотрите, когда мы говорим о росте экспорта, важно сказать, что импорт вырос еще больше. Да, и у нас все равно усилилась отрицательная сальдо торгового баланса, то есть мы импортируем больше, чем экспортируем. Тем не менее, рост экспорта говорит об улучшении или увеличении внешнеэкономической активности, но давайте будем честными. Основная причина экспорта, вообще структура украинского экспорта, это 70% сырьевые активы. То есть это не есть продукция с глубокой переработкой, с высокой добавленной стоимостью, там, где мы зарабатываем много денег. Сырьевой экспорт – это то, что нам дано природой, то, чем, в принципе, и пользуемся. Основной рост по экспорту дали те активы, стоимость на которых несколько выше на внешних рынках. То есть на этот год достаточно хорошо подросла стоимость железной руды. Украина занимает одно из первых мест в мире по доступным запасам железной руды, и мы ее экспортируем. Если ожидали на этот год цену около $50 за тонну, то сейчас они держатся на уровне выше $60. Соответственно, мы стали больше добывать железной руды и больше ее продавать. Да, это валютная выручка в страну, но, к сожалению, мы импортируем на большую сумму. Соответственно, нам нужно больше валюты, и это влияет на валютный курс. А что мы стали импортировать? Это очень интересный формат. Это бэушные автомобили. Те самые евробляхи, которые мы в шутку называем. Их достаточно много импортировано, они повлияли на структуру импорта. Ви говорите от зараз про те, що ми не експортуємо певні вже товари, які проходять довгу процедуру виробництва. Їх дуже мало. Їх небагато, так, добре. Дійсно, повертаючись до того, що зайняло найбільшу частку експорту, це агропромисловий комплекс, металургійна продукція, продукція машинобудування і мінеральні продукти. Власне, чи можемо ми експортувати якийсь товар, який для іноземного ринку буде, до прикладу, більш вигідним або в ціні, або іще за якихось показників? Чи може Україна, скажімо так, свій ракурс експорту якимось чином змінити і як? Давайте сделаю шаг назад. Вообще, почему мы не так успешны на внешних рынках? Ну, на самом деле, украинская экономика является, хоть нам 26 лет с момента независимости, мы являемся наследниками советской индустриальной эпохи. И, к сожалению, ментальность многих руководителей, многих компаний, она не изменилась, и мы не умеем продавать. Мы учимся еще делать качественную продукцию конкурентную на внешних рынках, но помимо того, что ее сделаешь, нужно уметь продать. Я общаюсь с несколькими компаниями, которые занимаются консалтингом, помогают продвигать украинскую продукцию на внешние рынки. Это Европа, это Турция, это Африка. И с чем сталкиваются эти компании регулярно? Приходят наши производители, говорят, я хочу продать такую-то продукцию. Он говорит, хорошо, вам необходимо для этого провести столько-то встреч, открыть представительство, обеспечить складские запасы. Нет, я этого сделать не могу. Почему не могут они этого сделать? Ограниченный оборотный капитал и есть ограниченный доступ к кредитным ресурсам. Если я веду бизнес в Польше, я могу привлечь кредит под 5%. Вы можете в Украине привлечь кредит под 5%? Вряд ли. А на самом деле нет. Таким образом, мы находимся в менее выигрышной ситуации. Второй момент. У нас раньше были торгово-экономические миссии. При посольствах работали люди, которые помогали выстраивать коммуникации между украинским бизнесом и международным бизнесом. Сейчас торгово-экономических миссий нет. Их собираются создавать со следующего года, но этот процесс не быстрый, к сожалению. Таким образом, я украинский производитель. Я хочу что-то поставлять в какую-нибудь страну. У меня, естественно, там нету друзей, нету контактов. Куда я могу обратиться? Я могу обратиться или в торгово-промышленную палату, или же в торгово-экономическую миссию. Но функция торгово-промышленной палаты, она несколько иная. Я бы пошел в торгово-экономическую миссию, а ее нету. Соответственно, я могу рассчитывать только на себя. Я открываю интернет, пытаюсь с кем-то связываться. Вы наверняка получали много писем по электронной почте, к вам не относящихся. В принципе, так делают некоторые украинские производители. Кому-то везет, но большая часть отчаиваются и этим даже не занимаются.
Ви якраз згадали ті країни, до яких найбільше експортує Україна. От за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, основним торговим партнером є Європейський Союз. Його сукупна частка – це 40,2%. І на другому місці, наскільки я бачу, це експорт українських товарів на ринки країн колишнього Союзу. Так. І при цьому лідер дійсно із 16%, майже 10% припадає на Росію. В умовах тих, які ми наразі маємо політичних, чи доцільно, тому що я знаю, що імпортуємо ми з Росії так само, ми відмовилися від російського газу, але імпорт у нас так само ведеться. Ну, хоть мы отказались от российского газа, мы покупаем газ в Европе, ну, как он туда попадает? Там так или иначе есть российский газ, и через реверс мы покупаем его. То есть напрямую у нас просто нету контрактов с «Газпромом». Это плюс, конечно. Да, то от питання в тому, торгівля із Російською Федерацією, імпорт і експорт. На вашу думку, чи немає, знаєте, чи не є взаємозамінних якихось варіантів і щодо імпорту, і щодо експорту, щоб ми не комунікували в економічній сфері з Російською Федерацією? Вернусь с того, чего я начал. Все-таки мы являемся наследниками советской индустриальной эпохи, где предприятия, расположенные в разных регионах Советского Союза, составляли единую, скажем так, технологическую цепочку. Это можно разорвать, и можно искать других поставщиков. Но банально приведем пример. Атомные украинские электростанции, они были построены в советское время, и ТВЭЛы, ядерное топливо, чисто технологически были заточены под производство, размещенное сегодня в Российской Федерации. Мы ведем переговоры с другими поставщиками. В принципе, можно замещать эти поставки, но они по-прежнему остаются большими. Украина ежегодно импортирует ядерное топливо на 500-600 миллионов долларов. Причем стоимость строительства завода примерно те же самые 500 миллионов долларов. Мы можем идти по этому пути. Теперь давайте ответим на вопрос. Где нам взять 500 миллионов долларов и где нам взять технологии для того, чтобы самим производить? И это, в принципе, касается большой части того импорта, который мы имеем. И следующий момент. Так или иначе, бизнес всегда оценивает по соотношению цена-качество. А с учетом логистики, с учетом стоимости продукции, иногда, к сожалению, северный сосед, с которым мы сегодня воюем, компания предлагает продукцию по более выгодной цене. То есть я с Россией не работаю, но те, кто работает, это, с одной стороны, на их совести, с другой стороны, на их экономическом плане. Опять-таки, если бы у бизнеса был доступ к дешевому, длинному, долгосрочному финансовому ресурсу, то бизнес мог бы инвестировать в создание аналогичной продукции. Но, к сожалению, пока монетарная политика, политика регулирования денежного рынка в Украине такова, что мы пытаемся сдерживать инфляцию, поднимая учетную ставку, а за ней, соответственно, у нас идет и рост стоимости кредитных ресурсов. К сожалению, бизнес пока у нас не имеет возможности работать с альтернативными источниками ресурсов и, соответственно, поставок. Ми з вами розпочали з того, що експорт зріс в Україні. Ви зазначили правильно, що і імпорт так само... Чим більш високими темпами. От і в мене тепер питання, що ми імпортуємо, що ми не можемо там виготовити, там це ринок послуг чи це ринок товарів. Тобто, що ми імпортуємо і чи є в Україні якісь шляхи для того, щоб замістити це продуктами, не продуктами, а послугами чи товарами власного виробництва? Я уже упомянул, что у нас бэушные автомобили из Европы резко начали расти в объеме импорта. Можем ли мы произвести все эти машины самостоятельно? Мы знаем, в Украине есть «АвтоЗАЗ», которому с момента независимости неоднократно давались какие-то преференции, налоговые, таможенные и так далее, для того, чтобы украинская продукция, украинский автопром стал на ноги. Вы хотите ездить на «Ланосе», который снимают, кстати, с производства? К сожалению, за то время, которое мы поддерживали «АвтоЗАЗ», он так и не стал производить современные автомобили конкурентные. Более того, цена тех автомобилей, которые сегодня собирают на «АвтоЗАЗе» по лицензии, созданными азиатскими производителями, не очень конкурентна. Я надеялся, что, и как любой украинский потребитель, что украинская продукция должна бы стоить несколько дешевле. Цена не настолько отличается, чтобы считать, что украинский производитель успешен. Приведем пример Индия. Компания Tata, крупный индийский производитель автомобилей. Самый дешевый бюджетный автомобиль у них стартует с $2500. Это новый, не бэушный автомобиль. В Украине самый дешевый украинский автомобиль, просто зайдите на сайт, посмотрите. Там речь идет о цифре близко к $10 000. Это не бюджетный автомобиль, тем более, когда мы берем украинские зарплаты, понимаем, что украинцы позволить себе не могут. Что можно сделать, отвечая на вопрос, чтобы Украина производила конкурентную продукцию? Первое. Нужен доступ к дешевым ресурсам. Если у меня есть деньги, я могу взять кредит или привлечь инвестиции, я могу купить технологии, купить лицензию, привлечь партнера, построить предприятие. Второй момент. Иностранный инвестор, который приходит в Украину с технологиями,
он упирается в отсутствие эффективной судебной системы. Вы можете сегодня пойти в суд и доказать, что вы правы в споре, если у вас возникает. Ну, пойти можете, но вероятность того, что вы докажете, она не стопроцентная. В Европе я могу судиться, у меня несколько друзей рассказывали свой опыт судебных тяжб, в том числе с государством, в нескольких европейских странах, говорят, там работает суд, поэтому я не боюсь там работать. То есть судебная система выступает в роли арбитража. В Украине, к сожалению, доверия к судебной системе нет, не только у иностранных инвесторов, но и украинских. И это сдерживает инвестиционную активность. Так вот, подобным или как новым инструментом стимулирования могли бы быть свободные экономические зоны. Это не те зоны, которые использовались там, в 90-е, в начале 2000-х для оптимизации налогов. Это зона, например, может быть появиться 3 типа зон. И мы сейчас начинаем как бы обсуждать. Первое – это зоны, свободные таможенные зоны. Например, мы хотим, чтобы в Украине перерабатывалась продукция для экспорта на внешние рынки. Свободные таможенные зоны, они освобождают от ввозных и экспортных пошлин, при условии, что продукция продается не в Украине. Таким образом, мы не конкурируем на внутреннем рынке, но мы создаем рабочие места, плюс получаем дополнительную валютную выручку. Это раз. Второе. Мы знаем, что на востоке Украины сегодня сложная социальная ситуация, много людей осталось без работы, это следствие войны, это следствие экономических потрясений, которые мы прошли. Там необходимо создавать свободные экономические зоны для стимулирования создания рабочих мест. По сути, производство, где требуется большое количество квалифицированных и неквалифицированных сотрудников. И есть третий тип свободных экономических зон, который позволит привлекать в Украину инвестиции. Это зоны инновационного развития. Знаете ли вы, что в Польше сегодня 38% людей, которые работают в стартапах, это украинцы. Ну, можно сказать, що 38-40% польських стартапів українські. Багато говорять про те, що у нас є відтік кадрів, і саме відтік кадрів А что мы делаем, чтобы остановить его? Це питання... Свободные экономические зоны, правильно регулируемые, могут быть хорошим инструментом, чтобы инвестиции оставались здесь, и здесь оставались таланты, которые создают инновационную продукцию. Ви поставили питання це мені, а я поставлю вам. Що тоді потрібно робити для того, щоб не було відтіку мізків, щоб українські кадри залишалися працювати і розвивати свої ідеї на території нашої держави? Як стимулювати? Самое главное, когда мы начинаем бизнес, мы еще начинаем. Мы себе представляем идею, какой бизнес должен быть. Потом ставим себе стратегические цели, делаем бизнес-план и реализуем. Скажите, у Украины есть бизнес-план? Мы понимаем, какую экономику мы развиваем. Я гражданин Украины, так же, как и миллионы других людей. Я хотел бы в этой стране делать бизнес. Я сейчас ставлю себя на место тех людей, которые уезжают. А куда страна развивается? То есть мы выбираем путь аграрной сферы державы, или мы хотим развиваться в инновационном направлении? Мы хотим быть энергетической страной, или же страной, я не знаю, там, культурной? У нас нет ответа на этот вопрос. Таким образом, появление в Украине экономической стратегии – это хороший знак и для иностранных инвесторов, которые будут сюда инвестировать, и для украинцев, которые хотят понимать, а стоит ли им оставаться здесь жить. Поэтому я очень надеюсь, что в ближайший год в Украине появится комплексная экономическая стратегия, которая даст ответ на вопрос, как будет меняться структура украинской экономики, в какие сектора будут приходить инвестиции, какие специалисты будут востребованы и каким образом будет меняться их заработная плата. Я могу привести пример. У нас в институте мы делали исследование 2 года назад. Мы понимаем, что те темпы роста, которые мы берем, 2,5% в год, они не позволят нам даже в 2026 году достичь уровня экономики 2008 года. То есть у нас был ВВП 188 миллиардов долларов. Сейчас в этом году, дай бог, чтобы мы до 100 миллиардов дошли. Соответственно, нам необходимо двигаться опережающими темпами. Это 8-10% в год. Это реально. В 2013 году мы росли больше 12% в год. И основным фактором роста экономики являются инвестиции. Если правительство поставит задачи привлекать инвестиции, для этого будут созданы все условия. Юридические, правовые, экономические в виде свободно-экономических зон, то Украина может развиваться наиболее быстрыми темпами не только в Европе, но и даже в мире. Приведу еще один пример. Как правительство работает с инвестициями. Украина в этом году, дай бог, чтобы привлекла до конца года 2 миллиарда долларов иностранных инвестиций. Узбекистан, это бывшая Советская Республика, самостоятельная страна, они весной этого года привлекли только от Китая 28 миллиардов долларов инвестиций. То 2, то 28. Украина и небольшой Узбекистан. Это целенаправленная работа правительства. Вопрос, что сделало правительство для того, чтобы мы привлекли хотя бы там 5 миллиардов долларов в этом году? А потребность Украины ежегодно это 20 миллиардов. Ну, це вопрос не к вам, це риторичний вопрос. Так, це риторичне питання, але ще одне питання, знаєте, яке хвилює простих людей, пересічних мешканців, наших жителів. Це курс гривні, він стрімко знижується. Я пам'ятаю, що ще минулої п'ятниці ми так само піднімали у студії цю
це питання, і тоді курс був 26,9. От напередодні вже ввечері він був 27 гривень 15 копійок за $1. Якого курсу слід чекати до прикладу, до Нового року? Як він може змінитися? Тому що говорять про те, що фактично він ще так само може зрости, тобто гривня може ще впасти. Ваш прогноз, яким буде? Смотрите, давайте начнем с бюджета, который на этот год утверждался. Курс доллара среднегодовой в бюджете выше был, чем на самом деле был в течение этого года. Таким образом, мы сейчас корректируем бюджетные ожидания. А что влияет на курс доллара? Мы с вами начали с чего? С того, что у нас вырос экспорт. Но импорт вырос еще больше. То есть мы валюты получаем от экспорта меньше, чем тратим на импорт. Соответственно, у нас есть отрицательное сальдо торгового баланса, и надо чем-то покрывать. У нас разница по состоянию на сегодняшний день примерно 3-4 миллиарда долларов. Это то, что мы заплатили за импорт больше, чем получили от экспорта. А как нам, то есть мы бюджет формируем в гривне, зарабатываем в гривне, но как нам эти доллары, эту валюту получить? Естественно, мы идем на межбанк, то есть и мы покупаем. Изменение соотношения спроса и предложения влияет на курс доллара. Таким образом, я думаю, что стремительного роста до конца года мы не получим. Но если мы откроем проект бюджета на следующий год, среднегодовой курс нам заложен около 30 гривен за доллар. Вот, в принципе, к этому и нужно идти. Что такое среднегодовой? Это не означает, что он будет там вот ровно 31 января. Он будет чуть выше, он будет чуть ниже, он будет колебаться. И по итогам года, когда мы подведем среднеарифметическое, он будет около 30. Возможно, будет, если в бюджет заложены правильные прогнозы, если будет приватизация, если не будет стремительной инфляции, если не будет ухудшения сальдо торгового баланса. То есть там есть масса факторов. Але так само виходить так, що ця цифра закладена в бюджеті, але по факту долар може зростати і... У нас же нет фиксированной привязки гривны к доллару. Это рынок, это соотношение спроса и предложения. Если в Украину будут приходить инвестиции, они приходят в иностранной валюте, то у нас будет меняться соотношение спроса и предложения. Вот я бы делал на месте правительства ставку на инвестиции. В следующем году есть негативные моменты. У нас выплаты по внешним долгам будут больше 6 миллиардов долларов. И это также повлияет на валютный курс. И это еще не все. Если будут признаны долги, так называемые долги Януковича, 3 миллиарда долларов, по которым идут судебные разбирательства в Европе, то у нас выплаты по внешним долгам вырастут до 9 миллиардов долларов. Таких ресурсов свободных в Украине нет. Это повлияет на курс в сторону ухудшения. Может повлиять. Повторюсь, компенсатором могут быть инвестиции, которые мы можем привлечь. Вопрос, что мы для этого сделаем. Ще одне питання. У нас добігає до завершення наш ефірний час, але ще одне питання. Україна війшла в опалювальний сезон 2017-2018 року із найнижчими запасами вугілля. У зв'язку із цим голова НКРЕКП Дмитро Вовк говорив про те, що з 1 січня 2018 року можуть здорожчати тарифи на електроенергію для промислових споживачів на 10-15%. Як гадаєте, чи слід чекати цього зростання? В данном случае, раз регулятор говорит, стоит ожидать роста, значит, стоит ожидать роста. Дело в том, что тарифы, которые есть для частных потребителей, для бизнес-потребителей, они отталкиваются от себестоимости. В случае, если у нас ограниченный запас угля, а уголь сегодня является одним из важных сырьевых источников производства электроэнергии, хоть доля со временем будет снижаться, он есть. А мы же заложили в тариф Роттердам плюс, то есть стоимость угля на европейской площадке с учетом логистики в Украину. И по этой цене мы сегодня покупаем уголь, правда, не столько в Роттердаме, там даже из России завозят по этой цене. И он закладывается в себестоимость. Себестоимость плюс маржа, она формирует тариф. Тариф, по которому продается. Чем выше будет стоимость сырья, тем выше, соответственно, будет тариф. К сожалению, Украина не сделала достаточно шагов для того, чтобы снизить стоимость энергетических ресурсов. По крайней мере, это делается не так быстро. И второе, это упирается в наличие финансовых ресурсов. Пане Анатолію, я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що завітали до нашої студії. Анатолій Амелян, директор економічних програм Українського інституту майбутнього, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин програма «Саба» повернеться до прямого ефіру телеканалу АТР, тож не перемикайтеся.